Доброе утро. Понедельник, 15 марта на календаре. В эфире программа «Утро Якутии», которую встречаем вместе с вами мы, Екатерина Винокурова и Степан Федоренко. Сегодня середина первого весеннего месяца. Уже дошли до середины. Да, наконец-то. Да, осталось еще примерно столько же до апреля. Поговорим мы сегодня о правах потребителя, о том, что нужно знать в первую очередь, а также как отстаивать свои права. Также мы узнаем, как сыграли в хоккей в Барагонцах и в бадминтон в Алдане. Немного заглянем за кулисы телепроизводства и познакомимся с работой роботов-камер. Ну и еще много интересных фактов, новостей и историй узнаем сегодня. Также по традиции ожидаем в нашей студии гостей и подключения по скайпу. Ну а начинаем мы эфир с погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 12, минус 17 градусов. В заречной группе 11-21 со знаком минус. В южных 11-12 градусов. В Вилюйской группе минус 19, минус 20 градусов. В Нижнеленских 16-18 со знаком минус. В западных 17-24 ниже нуля. В Колыман-Дигирской группе минус 26 местами до минус 40 градусов. В Янских также минус 20, минус 41. На северо-западе минус 16, минус 36 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 13. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в городе Якутске ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Порывы до 9,14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 10-12 градусов. В честь Масленицы в олимпийской столице России в городе Сочи прошла первая блинная олимпиада. К нам присоединяется наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Какие дисциплины были представлены на этих необычных соревнованиях? Утро доброе, коллеги. На первой блинной олимпиаде участники соревновались в перетягивании каната, прыжках на скакалке. Был забег в русских народных костюмах. Ну а главным соревнованием стало метание блинчиков. Это запуск камней по морской поверхности на наибольшее количество касаний. Якутия, доброе утро. Переходим к выпуску новостей. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 тысяч человек. Общее количество инфицированных достигло 4 миллионов 390 тысяч. Это 3% населения страны. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в республике Тыва и Сахалинской области. Наибольшее число заболевших за сутки было выявлено в Санкт-Петербурге – 937 случаев. На втором месте Московская область – 605 заболевших. На третьем – Нижегородская область. Там заразились 365 человек. Между тем, вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью. По мнению профессора кафедры вирусологии МГУ Алексея Грановского, кривая в нашей стране снижается, однако к осени возможен подъем, потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание, отметил он. Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация. Этот фактор зависит от нашей сознательности, дефицита вакцины сейчас нет, напомнил профессор. Грановский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка. Православные христиане вступают в Великий пост. Он самый строгий и продолжительный в православии и начинается для Русской Православной Церкви сегодня. В преддверии поста, предшествующего Пасхи, к верующим обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил верующим, что Великий пост – это не мрачное и скучное времяпрепровождение, а пора приобретения особого духовного опыта.
А накануне, в завершающий день масленичной недели, обитатели Нижегородского зоопарка отведали блинов. В зоопарке Лимпопо уже несколько лет существует такая традиция. Например, шотландскую корову породы Хайланд порадовали морковными и тыквенными, а вот японских макак угостили блинами с сухофруктами и виноградом. Для проснувшегося бурого медведя Балу и белой медведицы Аяны тоже было приготовлено особое угощение – блинчики с медом и фруктами. Блины для животных пекут по специальной рецептуре с использованием продуктов, которые входят в их привычный рацион, а в качестве начинок используют излюбленные лакомства обитателей зоопарка. В честь этого дня традиционно мы угощаем наших животных блинами, полезными, конечно, обязательно. Данное угощение для бурого медведя Балу. 3 марта он у нас уже проснулся. Как известно, бурые медведи сластены. Здесь блинчики у нас с медом, ягоды, груши, яблочки, все, что он любит. У этих блинов пшеничная и кукурузная мука, кефир. Все это входит в постоянный рацион медведей, не только бурого, но и белого. А у белого медведя как отличается сегодняшнее угощение? У белого медведя у нас блинчики с красной рыбой, с горбушей. Да? Ну и тоже немножко повидло разрешается белому мишке покушать. И также фрукты и ягоды, брусника. Усиление ветра прогнозируют синоптики сегодня на территории 6 районов, расположенных на юго-западе и юге республики. В Алданском и Нерюнгринском районах ожидается снегопад, местами сильный, а скорость ветра в порывах будет достигать 18-23 метров в секунду. В Ленском, Алекминском, Мирнинском и Сунтарском районах ожидается порывистый ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду. Также днем в центральных районах местами порывы ветра будут достигать 15-17 метров. Ну а пока в Якутии продолжает держаться холодная погода, ученые говорят о том, что зима в России и вовсе может исчезнуть. Отсутствие зимы россиянам предрекли в Институте физики атмосферы, в Институте географии РАН. Такие прогнозы ученые делают к 2100 году. Это связано с потеплением, которое россияне уже начали чувствовать. Климатолог заявил, что если не будут сокращаться выбросы парниковых газов, то к концу века в России потеплеет примерно на 10 градусов зимой относительно современных значений. Он отметил, что за последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3-4 градуса. Все это приведет к исчезновению зимы и климатическим изменениям, а снега в западной части России не останется. К этой минуте у меня все. Возвращаю слово коллегам. Сергей, Степа, знаешь ли ты свои права как потребитель? Ну, знаю, но я так думаю, что не все знаю. Ну, например, что продавец не может отказать в обслуживании, если у него нет сдачи, например. Просто впаривают тебе жвачки, чупа-чупсы и еще что-то. Да, кстати, очень частый случай. Да, выход из положения. Ну или, например, что не обязательно сдавать рюкзак или сумку в камеру хранения при входе в супермаркет. Вот такие мелочи я знаю. На самом деле у нас с тобой, как у потребителей, очень много прав. Наши корреспонденты вышли на улицы Якутска, чтобы поинтересоваться у жителей, знают ли они свои потребительские права. Допустим, вот мы заходим в любой магазин, даже, например, вот я разбила один раз духи, мне оставили платить штраф. А если я не купила эту вещь, то это все еще вещь магазина остается. И то есть за это, думаю, не нужно штраф платить. Ну, после покупки той вещи, которая мне не подходит, я же в течение 14 дней я же ее могу вернуть, но иногда не возвращают, это минус. Ну, если техника, то вроде как 45 дней, если же что-то легкое, то в течение 2 недель. Обязательная гарантия, на мелкие товары, насколько мне известно. 2 недели на более такие-то производителя. Год и более. Драгоценности, средства гигиены и всякие иные определенные категории товаров не могут приниматься обратно. Права на возврат товара, получается. Потом права на обслуживание правильное, вежливое. Вот эти вот права. Статья 211. Если покупатель что-то случайно разбил в магазине, то ответственность за товар несет сам магазин.
Но мы не зря подняли тему защиты прав потребителей, ведь именно сегодня отмечается Всероссийский день защиты потребителя. И сейчас с нами на связи гость Михаил Никифоров, юрист, который как раз специализируется на вопросах защиты прав потребителей. Михаил, доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Михаил. В каких случаях, можно потребителю разобраться самому, допустим, в магазине, и в каких случаях требуется юридическая помощь? Вообще, теоретически, в любом случае потребитель может разобраться с любой проблемой самостоятельно, но, опять же, результат может быть непредсказуемым. Поскольку закон о защите прав потребителей имеет ряд тонкостей, о которых рядовой гражданин, возможно, не догадывается. Например, такие, как то, что потребитель вправе о том, что на время гарантийного ремонта может быть выдан подменный товар, требует. Поэтому, все-таки, как юрист, я рекомендую общаться с юристом, либо адвокатом, который специализируется именно в данной области. Михаил, просьба чуть-чуть погромче говорить, вас очень плохо слышно. Хорошо. Ну а с какими вопросами, проблемами чаще всего обращаются к вам? В первую очередь, это, безусловно, споры с страховыми компаниями, отношения между потребителями и страховщиками также регулируются прав потребителей. Это дела, связанные с дорожным. Помимо этого, на втором месте стоят вопросы по расторжению навязанных страховок. Безусловно, на третьем месте обращаются люди по вопросу траты товара. Михаил, но насколько на сегодня население юридически грамотно, Стало ли меньше обращений или, напротив, больше? Вот по тем именно трем, я что говорил, по ОСАГО, потому что законы Михаил, да, у нас, к сожалению, немножко случились технические неполадки. Я думаю, мы с Михаилом снова подключимся в ближайшее время. Но хотим напомнить, что сегодня День защиты прав потребителей, 15 марта. Какими еще датами и событиями насыщен этот день, узнаем далее. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя. Покупатель прав всегда, но дату отмечают только сегодня. 15 марта – Международный день защиты бельков, детенышей гренландского тюленя. Отмечается ежегодно во многих странах мира. Дата установлена по инициативе Международного фонда защиты животных. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Сегодня также начало Великого Поста. Его дата уникальна для каждого года. В 2021 году Великий пост продлится до 1 мая. В Русской Православной Церкви день получил название «Чистый понедельник». По народному календарю, если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. В 1962 году в этот день состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила Всемирный день прав потребителей. В этом выступлении Кеннеди провозгласил 4 неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, на выбор, на информацию и право быть услышанным. 15 марта 1990 года Михаил Горбачев избран единственным в истории СССР президентом. На этом посту он пробыл около 2 лет до распада Союза. 15 марта 1767 года родился Эндрю Джексон, 7-й президент США, американский политический и государственный деятель. В 1930 году в этот день появился на свет Жарес Алферов, советский и российский физик, академик, нобелевский лауреат. Именины в этот день празднуют
участвуют Арсений, Иосиф, Николай и Федот. Ну что ж, и еще одно событие такое интересное для Событие этой недели, этого для дня. нашего канала. И сегодня у нас премьера рубрики «20 лет в 21 веке». 2021 год – это начало третьего десятилетия нового века. И в новой рубрике мы будем делиться интересными фактами, которые произошли в Якутии за 20 лет в новом тысячелетии. Да, что изменилось за это время, какой была жизнь людей, какой она стала. Каждый день мы будем делиться с вами интересным фактом. А сегодня поговорим о самом важном – о здоровье. 13 районов Якутии находятся на территории Крайнего Севера. Арктическая зона – это экстремальные морозы, долгая полярная ночь и особый северный рацион питания. В таких условиях людям особенно важна качественная и своевременная медицинская помощь. 193 врача и 19 фельдшеров прибыли в арктическую зону Якутии за 8 лет работы программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году, когда мир охватила пандемия, рекордное количество – 60 медиков прибыли на работу в якутскую Арктику. В 2021 году количество переехавших на север республики медицинских специалистов увеличится в 1,5 раза – до 86 человек. Ну что ж, огромное спасибо медицинским работникам, которые выбирают работу именно вот в Арктике, в этих очень сложных условиях и заботятся о здоровье жителей Крайнего Севера. Да, и как мы видим, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» эффективно работают и помогают улучшать медицинское обслуживание в северных районах нашей республики. Желаем каждому жителю арктической зоны крепкого здоровья. Ну а чтобы помочь своему организму поддерживать здоровье в нем, рекомендуют делать утреннюю зарядку. И в этом нам поможет наш тренер Ирина Бурдылева. Доброе утро! С вами Ирина. И сегодня мы выполним комплекс упражнений, который будет состоять из нескольких связок для того, чтобы вы проснулись, потянулись и поехали с очень бодрым настроением на работу. Приступаем. Для начала нам нужно восстановить и направить дыхание. Поднимаем ручки наверх, делаем глубокий вдох и выдох. Далее делаем попеременные наклоны головой влево и вправо. Далее делаем повороты головы влево и вправо. Далее в прыжке делаем полуповороты головой, стараемся подбородком не касаться линии шеи. Делаем повороты корпусом, поднимаем ручку наверх. Внимание, у нас 2 руки поднимаются наверх. Далее, не переставая двигаться попеременно ножками, вращаем обеими руками вперед и назад. Далее делаем скручивание корпуса. Сначала скручиваемся без вытягивания рук, далее добавляем ручки. Ручки тянем вперед. Наклоняем корпус вниз, дотрагиваемся кончиками пальцев до левой ноги, в середину и до правой ноги. Далее корпусом наклоняемся вперед, ручки тянем вперед, наклоняем корпус назад, руки также продолжаем тянуть вперед. Далее мы делаем выпады вперед. Делаем шаг вперед, ставим стопу ровно. Затем вытягиваем ручки в стороны, затем поднимаем наверх, возвращаем в исходную позицию и возвращаемся в исходное положение. Делаем приседания с вытянутыми ручками вперед и делаем поочередные шаги, по 2 очередных шага в сторону, влево и вправо. Далее поднимаем колено наверх и под коленом делаем хлопок, делаем интенсивный выдох и восстанавливаем дыхание. Ну вот мы и завершили наш комплекс упражнений. На этом все. Хорошего вам бодрого утра и до свидания. Ну что ж, немножечко взбодрились и немножечко о новостях животных. Обитатели зоопарка в Вене вновь начали принимать гостей. Руководство зоопарка сообщило о своих финансовых проблемах, возникших из-за ограничительных мер по коронавирусу. Введенные в прошлом году меры привели к сильному снижению проданных билетов по сравнению с 2019 годом.
с более чем 2 миллионов до всего лишь 85 тысяч. В то время как входные билеты обычно составляют 75% доходов зоопарка. Несмотря на трудности в зоопарке, тепло встретили новорожденных животных, среди которых были детеныши гепардов, тройня императорских тамаринов и потомство коалы. Животные соскучились, видимо, тоже по зрителям, по посетителям, ждут прихода посетителей. Ну, из Вены перенесемся обратно к нам в Якутию, в Усть-Алданский улус. Хоккей – очень популярная спортивная игра. Это зрелищные моменты, спортивный азарт и непередаваемые эмоции. В Якутии есть лига, в которой играют улусные команды. И в минувшую субботу в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса прошел хоккейный открытый турнир памяти Петра Михайловича Слепцова. Доброе утро, друзья! Я сейчас нахожусь в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса, где проходит чемпионат по хоккею. Сегодня в Барагонцах открылись соревнования среди хоккеистов, которые у нас играют в сельских муниципальных образованиях. Это Тампонский, это Мегино-Кангаласский, Нанский и Усть-Алданский улусы. Соревнования посвящены Петру Михайловичу Слепцову, основателю хоккея в Усть-Алданском улусе, одному из основателей хоккея в Усть-Алданском улусе. Но и он сегодня знаменателен тем, что мы, когда основали Саха-хоккейную лигу, в которой объединились именно сельские хоккеисты, эта традиция сегодня продолжается, и сельские наши хоккеисты сегодня достаточно высокий уровень мастерства показывают. Мегино-Кангаласский улус сегодня один из передовых, Усть-Алданский улус тоже. Как вы видите, здесь хоккейные коробки, стандартные построены, экипировка хоккейная приобретена. Ну и отрадно, что муниципалитеты поддерживают. Я желаю, чтобы в каждом поселении были катки, молодежь приобщалась к хоккею, к зимним видам спорта, были все здоровыми, сильными и развивали нашу республику. Ну, впечатление хорошее, погода теплая, радует. Хорошо, что приехали. Спасибо, конечно, организаторам за то, что они организовали такой турнир, чтобы поддержать наш, например, спорт, хоккей. Ну и, в общем, хочу сказать спасибо всем болельщикам. Ну, этот корт мы приобрели по партийной линии, и вот уже каждый год заливаем. Вот здесь рядом у нас находится речка, и вот общими усилиями администрации района, ребят, сыновей Петра Михайловича, закончили. Сегодня будем попробовать. Для меня хоккей — это, во-первых, здоровый образ жизни. Я вообще фанат спорта с детства, занимаюсь спортом. И хоккей — это командный вид спорта, прежде всего. Поэтому как-то нравится в команде находиться. Все такие азартные, такая погода хорошая, настроение отличное. Спасибо всем организаторам, жителям Усть-Алданского района, особенно Александру и Роману, семье. Это их отец основал здесь, в Усть-Алданском районе, хоккей в последнее время, и в честь него сегодня мы играли. Спасибо всем организаторам, всем игрокам, всем участникам. Хотел бы пожелать всем, чтобы все занимались хоккеем, чтобы хоккей развивался в нашей республике, не только в городе, но в селах, потому что это доступный вид спорта и развивает в человеке не только физические качества, но и координацию и особенно выносливость. Это была по-настоящему захватывающая игра. В чемпионате одержала победу команда из Мегино-Кангаласского улуса. Второе место заняла команда Усть-Алданского улуса. И третье место команда Знамского улуса. Мы поздравляем всех участников, организаторов и, конечно же, победителей. Поздравляем победителей. Спасибо Руслану за отличный репортаж. Да, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Вот еще об одном таком настоящем мужчине, который играл не в хоккей, но в футбол. Редчайший
Porsche 911 Carrera 2, некогда принадлежавший Диего Марадонне, ушел с молотка на аукционе за 483 тысячи евро. Это в 3 раза выше изначально установленной цены. Уникальность этого кабриолета не только в том, что таких было выпущено довольно мало, всего 1200 на весь мир, но и в том, что аргентинский футболист владел им довольно мало изученный период своей карьеры. Машину он купил в 1992 году, когда выступал за Севилью после того, как отбыл 15-месячную дисквалификацию за допинг. Несмотря на такой стиль вождения футболиста, Porsche идеально сохранился. 20 лет машина пробыла на Майорке. После этого ей владели несколько французских коллекционеров. Пробег за неполные 30 лет составил порядка 120 тысяч километров. Это же вот у меня с Диего Марадонна, оказывается, один вкус в автомобилях. Да ты что? Это машина моей мечты, понимаешь? Ну, машина красивая. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь, но эстетически А знаешь, почему важно. я ее не купил себе, Porsche 911 Почему? Carrera 2? А потому что непрактично в Якутске ездить на кабриолете как-то вот. Да, действительно. В наших-то еще и климатических Да. условиях сложно. Ну что ж, надеюсь, вы проснулись, а если нет, то давайте посмотрим, как просыпаются некоторые обитатели зоопарков. Московский зоопарк опубликовал видео просыпающегося броненосца по кличке Маша. На кадрах животное медленно открывает глаза, приходит в себя, потирает мордочку, а потом делает несколько движений, похожих на утреннюю зарядку. Как отметили в зоопарке, процесс утреннего пробуждения может длиться до получаса, как и у людей, да? После этого зверек может устроить гонки по вольеру, опираясь на когти передних лап, как на пуанты. Полчаса просыпаться, какое это счастье. Я, кстати, тоже очень часто просыпаюсь по полчаса. Только, знаешь, я ставлю будильник, и каждые 5 минут так вот потихонечку просыпаюсь. Некоторые, кстати, сразу просыпаются, да? Нет, вот это здорово, так что не сразу так резко вскочила. А мне кажется, я себя мучаю просто. Мне говорят, зачем ты себя так мучаешь? А я не могу иначе. Поэтому у меня каждые 5 минут включается будильник, и на протяжении получаса он может звонить. Теперь мы знаем, как просыпается Катерина Винокурова. Ну а если и у вас есть что-то интересное рассказать нам, поделиться с нами, то можете писать на наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Вы видите его на своих экранах. Также напоминаем страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь на нее, ставьте лайки, узнавайте интересные новости. Ну а мы прервемся и вернемся к вам снова. Доброе утро еще раз всем жителям Якутии. Просыпайтесь, начинайте новую рабочую неделю, новый понедельник. Надеемся, что в вашей жизни сегодня тоже произойдет что-то новое, что-то доброе. Что-то хорошее, да, обязательно. Интересное, как наша Обязательно. передача. Главное в это верить. 15 марта на календаре. Катерина Винокурова, Степан Федоренко. Приветствуем вас всех, кто только что к нам подключился. Ну и не только мы, и Сергей Михедов с новостями. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. Михаил Мишустин проведет сегодня заседание комиссии по развитию Дальнего Востока. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Проблемы в развитии региона обсуждались на совещании, которое президент России Владимир Путин провел 10 марта с членами правительства. На нем российский лидер обратил внимание на несколько принципиальных вопросов, нуждающихся в анализе и проработке. Так, он потребовал оценить причины недостижения ряда показателей концепции демографической политики. Путин обратил внимание, что в некоторых регионах округа скорая медицинская помощь работает не круглосуточно. Также он указал на необходимость решения вопросов в сфере транспорта, сельского хозяйства, обеспечения жильем и других.
Правительство утвердило правила соглашений по господдержке в нефтехимии. Компании, использующие в качестве сырья сжиженный углеводородный газ и этан, получат обратный акциз с повышающим коэффициентом. Для этого им надо либо ввести новые мощности, либо гарантировать инвестиции. Акциз вводится с 2022 года, а компаниям, которые активно инвестируют в обновление и строительство нового производства, будет предоставляться двойной налоговый вычет по этану и обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Для получения обратного акциза компаниям необходимо вложить в обновление производства не менее 65 миллиардов рублей с 2022 по 2027 год. Роскосмос и служба спасения Якутии вывезли первую партию с разделанными фрагментами крупной части центрального блока ракеты-носителя «Союз-2», обнаруженного в Кобяйском улусе. Представители Минэкологии региона на месте обнаружения фрагмента повторно отобрали пробы природных сред. В соответствии с договором между Роскосмосом и Якутией все фрагменты в районах падения подлежат эвакуации и утилизации на космодроме «Восточный». По плану работ полная эвакуация фрагмента должна завершиться 19 марта. Пожарные извещатели установили в домах 1000 семей в Якутии. Современное оборудование установили в 67 населенных пунктах Горного, Намского, Татинского и Усть-Алданского районов. Устройство автоматически реагирует на определенный уровень концентрации дыма. В нем объединены источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и оповещения. При срабатывании он издает громкий звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих. В современных автономных извещателях для оповещения монтируется GSM-модуль, который обеспечивает дозвон на мобильный телефон. Такие модули позволяют одновременно передавать звонки и СМС-сообщения о пожаре на телефоны 6 человек. Извещатель без замены может работать круглосуточно и беспрерывно до 3 лет. Российская налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне 17 марта. Отмечается, что нововведение предполагает, что в течение 3 дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому. Далее о спорте. Женская команда Мирного стала чемпионом республики по волейболу. Чемпионат региона проходил с 11 по 14 марта в спорткомплексе «50 лет Победы». 6 команд были участниками турнира. Это сборные команды Амгинского, Чурапчинского, Алекминского, Усть-Алданского районов и городов Якутска и Мирного. Первое место заняла команда Мирнинского района, второе место команда Амги, третье место команда Якутска. Распродажа туров по России с кэшбэком пройдет в марте и апреле. Совершить путешествие в рамках программы можно будет до июня. Проектом распоряжения Кабмина предлагается выделить Ростуризму в этом году средства на первый этап программы туристического кэшбэка, проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня, говорится в сообщении. Отмечается, что господдержка позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для россиян. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено выделить на эту программу 2 миллиарда рублей. К этому часу это все новости. Удачного вам дня! Благодарим Сергея. Степа, что тебе помогает настраиваться на новую рабочую неделю? Ну, наверное, отдых в выходные дни как-то. Чем лучше отдохнул, тем продуктивнее будет следующая рабочая неделя. Набираешься сил, да? Да, конечно. Отдыхаешь. А некоторым помогает, знаешь что, астрологический прогноз. Люди с утра слушают, настраиваются, и такой недели и проходит. От новостей земных к новостям звездным. Звездным. Овен. Неделя для вас окажется довольно насыщенной. Придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, и помогать кому-то из близких. В конце недели вы заметите приятное оживление в личных делах. Научитесь читать между строк намеки от лиц противоположного пола.
Телец, на этой неделе для вас будут приоритетными заботы семьи. Хлопоты будут перемежаться с активным общением, но организму следует предоставить возможность для отдыха. Близнецы, на этой неделе возникнет необходимость завершить дела, ранее отложенные до лучших времен. К середине недели стабилизируется внутрисемейная обстановка. Рак, прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою энергию и личное время, оцените возможные риски. Сейчас нет смысла выстраивать долгосрочные планы. Живите текущим моментом. Если проявится творческий порыв, не пытайтесь его гасить. Лев, сейчас удачный момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от вредной привычки. К концу недели может проявиться грусть. Лучший способ ее устранить – это юмор или общение. Дева, астрологическая обстановка до начала пятницы благоприятна для вас. В конце недели у многих дев может проявиться напряжение в общении с друзьями или родственниками. Лучший вариант поведения в этом случае – сделать вид, что вы внимательно выслушали собеседника. Весы. Не пытайтесь браться за несколько дел. Есть риск не заметить какой-то нюанс. Во второй половине недели у весов ожидается разрешение одной из давних задач. Что касается новых дел, они могут столкнуться с мелкими затруднениями, но при желании вы легко сможете их устранить. Скорпион. В начале недели у вас может появиться проблема выбора одного из нескольких вариантов. Конец недели благоприятен для практических дел. А вот для проведения ответственных бесед сейчас не самый подходящий момент. Стрелец. На этой неделе применяйте нестандартный подход к решению стоящих перед вами задач. В конце недели у представителей вашего знака заметно возрастет личное обаяние, что поможет в общении с лицами противоположного пола. Козерог. На ход этой недели может повлиять негативно настроенный человек. Попробуйте поставить себя на его место, и многое прояснится. Иногда следует промолчать, выгадать время и лишь затем предпринимать активные действия. В любовных делах у вас не исключено напряжение. Оно пройдет быстро, если вы согласитесь пойти на уступки. Водолей. На этой неделе не исключены интриги. Рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается финансов. В личной жизни заметите положительный перелом. Возможно, существенно потеплеют отношения со второй половинкой. Рыбы. Неделя, в ходе которой вы можете на время утратить покой. Не торопитесь отвечать «да» на каждый входящий вопрос. Есть риск, что в нем будет тонко завуалирован какой-то подвох. Астрологическая обстановка больше располагает к хорошо знакомым рутинным делам. Опять же повторимся, главное настраивать себя на хороший мотив. И тогда все будет хорошо. Обязательно. Кать, слушай, а помнишь, вот в старом советском фильме про электроника была такая песенка «Позабыты хлопоты, остановлен бег». Помню. Помнишь? Так вот, эта песня оказалась... А самое главное, там какие слова? Вкалывают роботы, а не человек. Да, И вот да. именно вот эта вот строчка оказалась пророческой для нашего телеканала. Да, в новом сезоне на наших каналах произошло техническое перевооружение. На службу пришли камеры-роботы. Что это за новинка и как они работают, расскажет Александр Хавренко. Новый телевизионный год для компании НК «Саха» начался не только с новых проектов, но и с работы на новом оборудовании. Одна из новинок – это роботизированные камеры, работающие с разрешением 4К. В тех случаях, когда телеоператоры не очень нужны и не очень творческая работа предполагается, то там поставить именно вот эти роботизированные камеры, чтобы режиссер, какая-то предварительная предустановка камер, расстановка камер, и режиссер уже с своего рабочего места может оперативно управлять этой камерой, масштабирование, фокусировка и, соответственно, там движение влево-вправо, вверх-вниз в небольшом пределе, но все равно такая возможность все равно есть. Еще один плюс роботизированных камер – возможность работы на значительном расстоянии. Режиссер может находиться на другом этаже или даже в другом здании и оттуда управлять всем процессом съемки. Кроме того, мы приобретаем сейчас оборудование, которое позволяет в комплексе работать по сетевым технологиям. То есть это уже такой комплексный подход. Мы меняем микшерные пульты, в том числе видеооборудование, и это все хорошо сопрягается. Камеры эти могут работать на большом расстоянии, на другом этаже, там, в другой аппаратной, в другом здании. Поэтому тут много таких достоинств. Не идеальная ситуация, но она все равно дает достаточно большой выигрыш, в первую очередь экономический. Одними из первых с новыми камерами познакомились ведущие новостей на нашем канале.
плюсов, конечно, можно отметить, что теперь процесс полностью автоматизирован. Режиссер буквально из пульта, не разговаривая там ни с оператором, никому не давая команды, просто сам двигая джойстиком, как это и принято в цифровом современном мире, поворачивает камеры, нас спокойно настраивает. Также у них есть автоматический автофокус. Минусы, конечно же, что человека-оператора не хватает, потому что человек все равно более тонко и более бережно подстраивает картинку, поэтому приходится иногда внедрять еще дополнительные силы в виде операторов. Технический прогресс не стоит на месте, и чтобы угнаться за ним, старыми технологиями уже не обойтись. Технический парк нашего телеканала постоянно обновляется и модернизируется, чтобы выдавать только качественную и четкую картинку для наших зрителей. Очень надеемся, что нас, ведущих, роботы никогда не заменят. Ну, посмотрим. Будем себя плохо вести, точно заменят. В Якутске сегодня завершается финал регионального этапа конкурса «Большие вызовы». Школьники, занимающиеся исследовательской деятельностью, соревновались по таким направлениям, как агропромышленные технологии, современная энергетика, большие данные, искусственный интеллект и другие. Об итогах конкурса, о перспективных проектах якутян мы поговорим сегодня с ректором Малой академии наук Республики Василием Павловым. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте, Василий Климович. Ежегодно проводится, в Якутии научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Чем она отличается от больших вызовов? На самом-то деле это те же самые исследовательские проектные направления деятельности, которые вот как раз мы популяризируем среди школьников. И мы уже 25 лет занимаемся этой деятельностью, и «Шаг в будущее» у нас уже стал таким флагманским мероприятием. И, к счастью, уже 4 года мы активно участвуем в таком федеральном большом проекте, который называется «Большие вызовы». Это на самом-то деле является продолжением, выходом на федеральный уровень того, что мы делаем уже в «Шаге в будущее». И здесь у нас те самые ребята, которые самые лучшие, самые отобранные, ребята, которые стали экспертами проектной деятельности, 80 из них, принимают у нас участие сейчас, в этой неделе. И сегодня, 15 марта, 3 часа дня, вы можете увидеть по YouTube закрытие наших больших вызовов регионального трека. И эти ребята дальше будут свои работы уже вкладывать в так называемый портал Сириуса и писать свое эссе. То, что они сделали здесь на региональном этапе, тоже учитывается. И потом, посмотрев на их работы, поговорив с ними по скайпу, они будут отобраны и попадут в число 400 ребят. Всего по России участвует где-то 100 тысяч детей. Из них, 400 попадут в Сочи, Сириус, замечательный город Адлер. Кстати, это будет у нас в июле месяце. Они 24 дня, а на самом-то деле 26 дней, 2 дня дополнительно проведут там. Вместе с самыми известными, знаменитыми учеными нашей страны. Это здорово. А вот вообще часто вот именно наши ребята попадают вот в Сириус, в Сочи. И вот чем можно гордиться? Вот прям? Какими успехами, гордиться ребят? Действительно можно, потому что отобраться из 100 тысяч детей – это очень большое событие, дело. И я скажу, что в 2019 году у нас был такой очень успешный такой набор, где целых 6 детей, у нас наших 6 исследователей юных, попали именно по одному направлению, которое называется космические технологии, космическая инженерия. Дело в том, что у нас уже активно много лет мы работаем с разными компаниями, которые на самом-то деле являются пионерами и лидерами в этой области, Sputnik. И 6 детей, попавшие, показали самые удивительные, хорошие результаты. И они получили именные приглашения в ведущие вузы. И из них 3 получили так называемые гранты Министерства просвещения. Это по 125 тысяч рублей каждый. Молодцы. Да. А какие вот направления чаще всего выбирают школьники? С чем это связано? Да, дело в том, что у нас очень интересный вопрос, который всегда привлекает наших детей, это состояние жизни, так сказать, это наш город. То, что называется умный город, это очень сильно привлекает. Современная энергетика, это такая интересная тема, которая тоже очень интересует наших детей. Биотехнологии, агропромышленное направление. И также инженерия.
Да? И тут я хочу сказать, что в городе Якутске, например, очень сильные есть школы, которые создали своеобразные сообщества юных инженеров, и они работают и активно продвигают своих детишек, которые попадают как раз к нам в Сириус. Смотри, дети заинтересованы уже в школьном возрасте, чтобы здорово. Улучшать город, в котором они живут. Да. А говорят, что молодежи ничего не надо. Но сейчас-то молодежь исключительно разносторонне развита, скажем так, гораздо более информирована и знает гораздо больше, чем наше поколение, допустим. Да, и... У них больше возможностей, вот благодаря вот этому хотя бы даже. Что на самом-то деле мы этого мало видим, да, так сказать, но они очень активно с друг другом общаются по всему миру. Я вот свидетель этого, да, и помогают друг другу, и дальше могут сделать очень такие сильные прорывы. Ну, а вот на какие-то международные уровни эта вот конференция, этот конкурс дает выход? Дело в том, что те ребята, которые у нас попали в этот конкурс, уже активно участвуют в разных международных конференциях. Вот, например, Андрей Петров, да, в 2019 году он был один из самых активных, получивших, как говорится, самые первые лучшие места по Сириусу. Он у нас был и в Сингапуре, и в Тайване, и в разных международных конференциях, где он показал самые лучшие результаты. Особенно я хочу сказать, что Азиатско-Тихоокеанская конференция, 7-я, которая проходила в Катманду, Непале, он стал двукратным там победителем, золотым медалистом по физике и абсолютным победителем по постерному соревнованию. Это свои научные доклады он представил в виде большого плаката. Василий Климович, спасибо вам за участие в нашей программе. Желаем всем ребятам успехов, победителям. Каких-то новых идей, интересных, на благо города, республики и вообще и страны в целом. А вам отличного дня и хорошего настроения. Спасибо. Ну вот главное делать все от души, и тогда все получится. А так 10 километров набегает за игру профессиональный бадминтонист, а его пульс во время розыгрыша может держаться 220 ударов в минуту. Ну вот айхальские спортсмены-любители к таким вот результатам не стремятся. Они играют в бадминтон с ракеткой больше для удовольствия и для здоровья. И на днях в поселке выявили лучших в этом виде спорта. Оксана Мезенцева побывала на соревнованиях. На спортивной площадке слышны лишь громкие возгласы спортсменов, а на трибунах тишина. Зрителей нет. Пока действуют ограничительные меры. Поддерживать друг друга пришлось участникам. Турнир «Спортивная весна» объединил 23 любителя игры в бадминтон. Играли по установленным Федерацией бадминтона правилам – олимпийской системе на вылет. Весь смысл вот этого тренировочного процесса – это соревнования. Если не будет соревнований, неинтересным даже детям, взрослым, вы понимаете? Вот это очень важно. А еще бы зрители дополнили, вообще великолепно. Участники соревнований – люди разных возрастов. Все они работники айхальских предприятий. Олегу Тетервак и Валерию Хаптанову на двоих 105 лет. В бадминтон вместе играют уже 10. После тренировок эмоциональное восстановление после тяжелой трудовой недели. Бадминтон включен в программу подготовки космонавтов, потому как игра помогает быстро принимать решения. Участникам нужно учитывать и свое положение на поле, и противника. Несмотря на легкость снарядов, бадминтон считается тяжелым среди игровых видов спорта. Скорость полета валана после удара профессионала почти 500 км в час. Это абсолютный рекорд полета игрового снаряда. Айхальские спортсмены к таким скоростям не стремятся. Цель проведения подобных турниров – активный досуг и здоровый образ жизни. Этот вид спорта, он очень динамичный. Здесь не постоишь, как бы мух не половишь. Вот, и требует отдачи и командной игры. Состязались на спортивной площадке и мужские, и женские пары, играли и смешанными дуэтами. Идею провести соревнования предложили сами любители бадминтона. Поддержали спортсменов культурно-спортивный комплекс и профсоюз «Профалмаз». Победители и призеры получили ценные подарки, грамоты и кубки. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Вот посмотрел сюжет про бадминтон, и сразу как-то летнее настроение появилось. У меня вот ракетка и этот валанчик как-то с летом ассоциируется. Белый костюм, белые шорты. Ну, не обязательно белый костюм.
Но у нас вот сообщение пришло на наш WhatsApp номер. Доброе утро, республика. Поздравляю свою любимую женушку Танюшку Слепцову с днем второй годовщины бумажной свадьбы. Желаю счастья со мной, чтобы дневник нашей дальнейшей жизни писался с нового чистого листа. Я тебя люблю. Роман Мцженек прислал такое сообщение. Какое красивое сообщение. Вот любит человек свою жену. Да, главное, счастье со мной, сказал, да? Конечно. Напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. А, Степ, у тебя есть любимые овощи? Ну, наверное, помидор продукт. Почему помидор? Не знаю, универсальный продукт. Его просто так можно скушать, помыть и съесть. Ну, как-то, не знаю, мы на даче постоянно выращиваем огурцы, помидоры. Знаешь, что в Китае едят помидоры с сахаром? С сахаром? Первый раз такое слышу. Я думаю, что он на вкус похож на помидоры черри, вот эти, да, которые вкусненькие. С какой-то сластинкой, да? Ну, а чтобы помидоры уродились хорошими, послушайте советы от нашего садового огородного эксперта Варвары Ивановны. Сегодня я расскажу все о помидорках. Дело в том, что март – это самое время посадки томатов. И, конечно же, немногие знают, что томаты нужно сажать в 3 этапа. Прежде всего, томаты разных сроков посева. Допустим, на каждом пакетике с обратной стороны написано, сколько вегетационный период. Я сажаю помидорки всегда в 3 этапа. Первый я сажаю высокорослые, среднерослые и низкорослые. То есть те низкорослые, это штамбовые называются, которые мы сажаем на улицу. Их мы будем сажать в самую последнюю очередь. Какие я рекомендую сорта? В общем-то, из всех высокорослых вы можете выбирать любые. Есть те, которые проверенные сорта, которые все очень часто сажают, это такие как Верлиока, Благовест. Но наравне с теми, с проверенными, все равно нужно сажать уже новые, более усовершенствованные сорта, которые сейчас вот приходят. Смотрите, какие они вот. Прелесть Страуза какая-то, черная богиня, прекрасная леди. 1-2 кустика из них сажайте, для того, чтобы вы посмотрели, допустим, как они растут на вашей почве. А вот из тех, которые на улице, я рекомендую такие сорта вот низкорослые, как Челнок, Бета-люкс, Бета просто, да, они уже проверенные. А есть и новые сорта. Есть чудо-лентяя, есть лентяйка, есть щелковская, есть боец. Поэтому их тоже можете сажать. У кого большая площадь есть для посадок, те могут сажать вот такие вот, как морковный сорт. Этот сорт вот типа морковного и монгол-карлик, или еще называют монгольский карлик, да, они очень развесистые. В каком смысле? Их можно садить просто, даже не обрабатывая землю. Лунку выкопали и посадили. Они растут прекрасно даже в бурьяне. В то же время вы можете посадить вот такие, как Челнок или другие штамбовые, низкорослые, да? Этот будет занимать такую площадь. А таких вы можете посадить, которые растут вверх, вы можете посадить 4 штуки. С них урожая вы снимете намного больше. Вот посмотрите, помидорки посажены в одно и то же время. Вот это высокорослый, который мы сажаем в теплицу, а это штамбовый. Это вот, чтобы вам наглядно было видно. Видите, какая огромная разница. Поэтому вот такой мы сажаем обязательно в начале марта. А такие, это вот монгол-карлик, кстати, вот такие низкорослые мы сажаем только где-то после 20 марта. Вот такие новости у меня о помидорках. Пишите нам, задавайте вопросы, и мы с удовольствием будем на них отвечать. Да, пишите Варваре Ивановне, можете писать на наш WhatsApp, а мы ей обязательно передадим. Вот я посмотрела на кадры с помидорами, прям дошел до меня вот этот запах, когда срываешь свежий помидор. Да, прямо из теплицы, когда. Аромат
запах неописуем, не передать словами. Сюжет с запахом, так скажем, да? Ну вот, что у нас там далее? А вот у тебя есть какие-то от съедобных вещей к несъедобным? Давай об этом поговорим. У тебя есть какие-то вещи, которые где-то пылятся, где-то в шкафу, там далеко на антресолях, и в принципе ты их не достаешь? Даже никогда. Ну, есть, конечно, очень много таких вещей. Я просто не уверена, насколько мне нужны эти вещи. Но у таких вещей обычно всегда есть какие-то истории. И вот об одной такой истории мы расскажем далее. Это пишущая машинка. Mercedes Superba принадлежала моей бабушке Ариадне Викторовне Строговой, преподавателю иностранных языков, одной из основательниц общеуниверситетской кафедры иностранных языков СВФУ. Фирма, выбрав для названия своей продукции испанское женское имя «Мерседес», думаю, что основатели фирмы не очень задумывались о том, что это может привести к конфликту с немецким автогигантом, производящим машины, автомобили с таким же названием. Но конфликт действительно имел место быть. В общем-то, разрешился к обоюдному согласию. Основатели фирмы, они клятвенно заверили автомобилистов, что автомобили производить не будут. Через несколько лет после этого фирму купила американская компания Underwood. Вот эта серия Mercedes Superba производилась в конце 30-х годов с 1937 по 1941 год. По срокам ее производства предположить нетрудно, что, скорее всего, ее привезли в Советский Союз в качестве трофея. Пишущие машинки, они подвергались изменениям, поскольку здесь, вот, как вы видите, латинский алфавит, для российских условий это неудобно, то большинство трофейных пишущих машинок были переделаны под русский алфавит. Вот у этой машинки алфавит сохранился, поскольку, когда, правда, тоже история умалчивает, но эту пишущую машинку купил врач-микробиолог Александр Кузьмич Строгов для своей супруги Ариадны, которая преподавала сразу после войны английский язык, французский язык и латынь в Тимирязевской академии сельскохозяйственной. Именно поэтому, видимо, у этой пишущей машинки сохранилась родная клавиатура. Когда Александр Кузьмич был приглашен на работу в Якутию в качестве основателя лаборатории микробиологии в Институте биологии якутского филиала Академии наук, вместе с его супругой и с его семьей вот таким образом приехала и эта пишущая машинка. Она в рабочем состоянии, и, в принципе, если найти и поставить свежую ленту, то на ней вполне можно печатать. Вот такая вот история. На этом наш эфир подходит к концу. Увидимся с вами завтра. Желаем вам отличной недели и хорошего понедельника.